делим листочек, каждый делит листочек на 3 части и записывает наверху листочка вопрос, который относится к вашей персоне. Значит, как улучшить качество преподавания для учителей, как улучшить методическую работу для зауча, как улучшить результаты школы для директора, как вовлечь родителей в школьную жизнь для родителей и как повысить успеваемость всех учащихся для учащихся. Наш какой вопрос? Да. Сейчас вы отвечаете на вопрос. Вы про родителей, про вовлеченность родителей. А вы на первые ученики. Смотрите, что делаем. Это тоже очень хорошая технология, она позволяет родить прям замечательные мысли. Значит, сначала вам расскажу притчу, поучительную историю. Значит, у нас в коучинге есть такая технология, называется мастерская Уолта Диснея. Значит, там мы рассказываем чудесную историю людям, с которыми мы работаем, с командой, где говорим, что почему Уолт Дисней это такая студия, которая уже в течение длительного времени так продуктивно работает. Потому что когда-то Уолт Дисней нашел очень удачный рецепт. Значит, он разделил свою студию на 3 разных блока. В одном сидели блоки креаторы, те, кто создает. И они придумывали там все, что хотели, ничем себя не ограничивая. Хотят, вы заметили, что 4 пальца у всех, да, диснеевских героев? Хотят 4 пальца, хотели бы 1, сделали бы 1. Они придумывали. Значит, во втором блоке сидели те, которые реализаторы. Они ничего придумать не могут, но они знают, как это нарисовать, или как оживить этого персонажа, или еще что-то. То есть люди прагматики. А в третьем сидели критики, которые считали, бюджет и говорили, нет, это мы точно делать не будем, и так далее. Но критиков у нас всегда много. Так вот, когда мы работаем по этой технологии, просим сначала учителей или директоров что-то придумать, а потом найти идеи, которые можно реализовать, а потом те, которые дорого стоят, надо откинуть, у нас где затык самый главный? А? На уровне критиков, реализаторов или творцов? Как думаете? Творцов. Придумывать вообще не умеем. Так вот, сейчас освободите свою мысль. И ваша задача придумать 3 идеи. Каждый. Вот для этого мы расчертили на 3 части. 3 идеи в ответ на вот этот вопрос из вашей позиции. Вернее, теперь даже не обязательно вашей позиции, а просто 3 идеи в ответ на этот вопрос. Теперь вы можете уже стать директорами, заучами, учителями. Ваша задача придумать 3 идеи каждому. Итак, я вам даю 1,5 минуты для того, чтобы вы написали в начале листа, вот здесь вот, в начале листа, 3 идеи. В первом, втором, третьем столбике. Ответить на вопрос. Да. Учитывая все то, что мы сейчас обсудили. Вот эти вот мотивы и раздражения. Да? То есть для нас, для всех все вопросы или последние? Для каждого один только. У вас последний. Вот у вас есть образ вашего родителя. Теперь, что надо сделать, чтобы вовлечь такого, который такое раздражение испытывает? Вот у вас есть светлый образ вашей персоны. Что нужно сделать, чтобы эта персона... Вот и дальше на вопрос. Не-не-не, коллеги, стоп. Теперь уже мы не обсуждаем. Каждый за себя. На каждом листе должны появиться 3 идеи. И напишите их так, чтобы другие могли прочитать. Ваш ответ на вопрос, как улучшить качество преподавания. Вот этой самой учительницы, про которую вы сейчас только мне рассказали. Как улучшить качество преподавания. Качество работы. Итак, каждый сам ни с кем не делится, придумывает оригинальные не очень идеи в ответ на вопрос, который написан на экране. Имея в виду все, что вы сейчас мне рассказали об этих людях.
пока все остальные дописывают, еще раз посмотрите, значит, эти идеи должны отвечать на тот мотив, который вы раньше обсудили, да? И преодолевать по возможности то раздражение. То есть, когда заучи пишут, они должны писать про то, что они будут делать, а не то, что будут делать их учителя. А директор про школу в целом, а родители то, что будет делаться в отношении их самих. А теперь ваша задача взять ваш листочек и передать вашей коллеге, которая прочитает то, что вы там написали, и дальше должна будет написать либо 3 своих идей, которые она уже придумала на вашем листе, либо, если вы захотите, если у вас родятся новые какие-то идеи, или вы захотите что-то улучшить в том, что вы прочитали на чужом листе, то вы можете об этом написать. Итак, передавайте своей коллеге листы. И также в 3 колонках 3 новых идеи, либо своих, которые вы ранее придумали, либо, прочитав то, что вы увидели, вам могут прийти в голову новые идеи или усовершенствовать те идеи, которые уже написаны. Угу. Передавайте смелее. Передавайте, поменяйтесь. Не стесняйтесь. Если что-то будет непонятно, вас спросят, что вы там написали. Передавайте. И опять в аудитории тишина, и мы работаем с чужими идеями, либо на худой конец, если вам кажется ваши идеи более интересны, просто 3 свои идеи запишите на чужой лист. Меняйтесь. Читайте то, что написал ваш коллега. Если вам придут какие-то идеи в голову по поводу того, что он написал, пишите. Если ваши идеи вам нравятся больше, просто на этот лист вновь записывайте ваши идеи. Коллеги, только вы вот так черту проведите горизонтальную, чтобы отделить одно от другого, да? Итак, прошу вас. 3 идеи. Поверьте, вот эта вот работа тихая, без обсуждения, она гораздо более продуктивная. Итак, на листе должно быть 6 идей через 3 минуты. Вы можете, кстати, и свои написать уже другими словами, возможно, хотите усовершенствовать. Если вы уже закончили, передавайте следующему коллеге, проводите горизонтальную черту и еще 3 идеи. Не забывайте, что эти идеи касаются той самой персоны, которую вы описывали ранее мне. Вот это мое. Вот это писала. А, тогда это мое, а это вот так, да? Нет. Нет. Прочитайте то, что написали. Сейчас придумайте заново. На этом листе что написано. Нет, у нас нет. Это я на всякий случай проблем. У нас нет. Нет, это
Это чудо, вообще. Чем больше идей, тем лучше. В светлоучительской голове что хочешь годится, если захотите. Понимаете смысл этой работы, да? Чем больше будет вот этих вот 3 идей, самые интересные идеи будут в конце, когда все банальности уже написаны. Как коучи работают, я же говорила, отвечает на вопрос, а что еще, что еще, а что еще? Так, кстати, и сингапурцы работают. Они говорят, учитель, вот я вам давала описать человека, да? Вот Лилия Мухаммедшина, которая ведет семинар для учителей и директоров, она говорит, вот тоже учитель приходит в класс и говорит, опишите человека. Но нельзя говорить, что это высокая, стройная девушка с длинными, ой, с короткими там каштановыми волосами, в белой футболке, черных брюках, кроссовках и так далее. И когда учитель говорит, тут нельзя говорить, а нужно выполнить задание, вот тогда начинается процесс креативного мышления. Окей, верните себе свои листы. Прочитайте все, что вам написали коллеги. Выберите одну самую светлую идею, обведите ее. Либо напишите, усовершенствуйте, то есть напишите окончательный вариант этой идеи. Прочитайте все, что написали вы, ваши коллеги, и остановитесь на какой-то одной идее. Если она немножко трансформировалась, то, пожалуйста, напишите, как она выглядит сейчас. Одну выбрать, та, которая душу греет. Всем вместе? Не-не-не. Отлично. Из всех. Прочитайте все, что написано на вашем листе. Выберите идею, которая вам больше всего нравится. Если ее нужно доформулировать, доформулируйте. По-новому написать, напишите. Одну идею. Лично вашу идею на вашем листе. Эта идея, как мы с вами понимаем, должна будет найти себя в программе перевода школы в эффективный режим работы. И нам осталось только 2 шага работы. Первый шаг будет состоять в том, что вы сейчас друг другу расскажете об этой своей идее. И
4 там, или из 5, да, или из 3 выберите ту, которая, ну, оставите одну, с которой все согласны. Но эта идея должна быть согласована с первыми 2 вопросами. Поэтому сейчас вы должны фактически договориться о 3 вещах. Итак, 3 самые важные характеристики – это вашей персоны, над которой вы работали, 1 главный мотив и 1 главное разочарование, и 2, можно даже 1 оставить идею, которая будет точно сообразна этой вашей ранее описанной персоне и ответит на главный мотив и будет решать как-то главное разочарование. Итак, прошу вас, обсуждаем в группе. Ваша задача озвучить 3 или 4 или 5 идей, сколько у вас получилось. Каждый свою говорит, а потом начинаете решать. То есть вот это то, что я тоже
Главный мотив, да. Да, сомнения в квалификации очень сложно. Ну, когда человек варится в свободном толку никакого не будет. Я считаю, что только в живом общении, абсолютно дистанционно, потому что без телефона, это больше открыто, да, но нет, я считаю, что должно быть живое общение. И обмен опытом, и трансляцию, оценку того, что с ним делают, как-то еще и сегодня проходили эти курсы, потому что все это упирается в деньги, выполнение программы, как деньги. Коллеги, мы заканчиваем. Осталось только поделиться замечательными идеями и посмотреть, насколько они применимы к тому, что вы собираетесь сделать в рамках программы
повышения результатов. Отлично. То, что меня не слышат, меня очень радует. Значит, люди увлеклись. Итак, коллеги, ну я, к сожалению, должна прервать, но я тут не виновата, организаторы ограничили, время нам нужно вложиться. Давайте попробуем. Итак, ваша задача быстренько ответить на 3 вопроса. 3 важные характеристики вашей персоны, главный мотив и главное разочарование, и лучшая идея, которая может быть включена в программу улучшения результатов. Ничего, если начнем с учеников? Перед нами ученик переходного возраста, ему 14 лет. Он бравирует, хочет показаться, что он уже чего-то достиг, но в то же время он очень раним и переживает за результат. Его главный мотив – получить аттестат, а главное разочарование – не соответствовать ожиданиям взрослых. Ну и чтобы качество образования повысить, во-первых, ученику на уроке должно быть интересно, а во-вторых, учитель должен объяснять материал доступно. Понятно? Доступно. Ну, это словами ученика, да? Мы как ученики сказали. Итак, значит, в программу повышения образовательных результатов школы нужно вписать какие-то действия, да, или мероприятия, как мы умеем говорить, которые бы научили наших педагогов преподавать материал интересно и думать об этом ученике доступно. Что это могло бы быть, например? Что можно было бы сделать, чтобы вот эту идею реализовать? Практикоориентированное обучение. Системная деятельность и подход. А по-русски? Что можно было бы сделать, вот вы как директора, как завучи, что бы посоветовали сейчас? Как учителей научить вот так преподавать, чтобы ему было интересно, этому мальчику, который хочет получить аттестат? Только тогда, когда у учителя будет нагрузка не более 24 часов. А я же не спрашиваю, когда, я спрашиваю, что сделать надо. Что сделать? Вот, уменьшить нагрузку, чтобы учитель мог работать. Итак, коллеги, что сделать надо? Идеи. Ну, одна из идей, да, интегрировать дополнительное образование в расписание уроков. Но дополнительное образование должно быть не кройка и шитье, да, а что-то очень современное, то, что детям интересно. Вот нашему 14-летнему пацану, да, что было бы интересно? Возможно, там какая-то робототехника, для нас до сих пор это все из области фантастики. Да, возможно, это какие-то информационные... Чтобы он в школу приходил для этого. Да, Там быстренько и на математику. И это было бы между уроками, чтобы он не пришел конкретно к этому уроку, да, а остальные прогулял, потому что остальные неинтересно. А вот как-то в сетку вплетены, это должно быть. Как у тренера, да? На тренировку не ходит тот, кто двойку принес. Хорошо, скажите, это реальная идея? Вполне. К сожалению, не можем дальше обсуждать, но это вполне реальная идея. Просто надо об этом подумать. Прошу вас, учителя. Ну, подумать, но в то же время мы помним, да, что по трудовому кодексу мы 36 часов работаем. Это вы уже про свою Если группу? мы интегрируем еще дополнительно в расписание, то бедные наши. Вот критики в нас вообще. Ладно. В общем, 3 важные характеристики нашего педагога, на наш взгляд, это прежде всего любовь к детям. Здесь мы складываем не просто там... Можете коротко говорить. Да, просто Все любовь знают, к что детям, такое любовь к детям. ответственность, заинтересованность в результатах своего труда. Ага. Главный мотив – это, ну, прежде всего, сотрудничество. Здесь сотрудничество всех участников образовательного процесса. Здесь родители, дети, учителя. А раньше другое говорили. Ну, мы тут это очень многое обсуждали. Так, он должен со всеми сотрудничать. Так, ага. Вот. Разочарование? Это нехватка времени, в связи с этим появление комплексов, что я чему-то не соответствовала, Ага. потому что просто не хватает времени на Мгм. отдельные вещи. Так. Главные цели достижения. Как сделать так, чтобы он Да, хорошо как работал? лучше, да? Ну, как лучше, конечно, так. У нас мы говорим о том, что уменьшить количество работы, не относящейся к преподаванию, то есть это все отчеты, акции, то, что от нас требуют все и вся. И учителя в этом просто заседают очень долго. Ну и эффективные площадки по распространению педагогического опыта, имеется в виду очные, да, вот, например, как мы сейчас с вами работаем. То есть не дистанционные, не четкие методические рекомендации учителям-предметникам, чтобы учителя-предметники, вот вы видите, творчество, оно же не у всех развито, да? Но если есть исполнители, которым даны четкие методические рекомендации... и в Если рамках- методические рекомендации появятся, то будет что? Как это его раздражение Ну, снимет?
Во-первых, это уменьшит то время, что он тратит на разработку самого продукта. Не у всех же это получается. Так. Есть хорошие реализаторы, как вы говорите, если им дана идея. Ну вот, а у нас по большей части учитель находится в состоянии творчества. Мы поняли. А порой- Кто бы такие, извините, что я перебиваю, но времени мало, не обижайтесь. Кто бы такие рекомендации мог написать? Ну, вообще должны быть методистами, мне кажется. Должны быть, я спрашиваю, кто мог бы? Если они в школе нужны, кто мог бы их написать? Кто может быть? Можно обратиться в институт, так. Институт развития образования, Так, где, еще. собственно говоря, есть люди, которые непосредственно занимаются методикой работы по различным учебным дисциплинам. Да. Окей. Итак, это дало бы возможность учителю более поверить в свои силы, освободиться от несвойственной ему работы и сосредоточиться, понять, раз рекомендации есть, и он будет следовать, значит, он точно не очень плохой учитель. Да? У нас сейчас Окей. есть просто есть рамки, в этих рамках кто во что гораздо. Бывает так, что гораздо не совсем в том направлении, в каком бы хотелось, чтобы развивались. А что это могли бы быть за методические рекомендации? Вы готовы их представить? Что в них было бы написано? Разработки уроков с использованием новых современных физических технологий. Какой вопрос задать? Ага. Отлично, вот прям наш институт это делает. У них есть тренинги прям для учителей по 4К. Хорошо, прошу вас. Ну, у нас зауч 40 лет, она работоспособна, ответственна и счастлива. Ага. Главный мотив – это качественное выполнение своей работы для достижения высоких образовательных. Мгм. И раздражение – это перезагруженность ненужных действий. Так. Как две лучшие идеи, мы, конечно, двигатель торговли – это зарплата, деньги, поэтому это разработка четких, понятных механизмов стимулирования для конкретных достижений. Мгм. И организация работы по изучению новых технологий, вот о чем мы говорили, то есть Мгм. учителям четко дать направление, по какому он может идти. Учителям или ей? Ну, она должна дать учителям, А она где возьмет? и ей тоже. Возвращаемся к методическим рекомендациям, да? Но они, во всяком случае, есть, ведь они разработаны на самом деле, это педагогические технологии. То есть, смотрите, как услышала, если освободиться от всякой ерунды и заняться изучением технологий, то она почувствует себя профессионалом и сможет их передавать учителям, соответственно. Да? Да? Мгм. Окей, хорошо, мы поняли. Родители. У нас женщина 35 лет, трудолюбивая, ответственная, беспокойна о будущем своего ребенка. Мотив – это поступление на бюджет в высшее учебное заведение, разочарование, сомнения в низкой квалификации учителей. Ага. Идеи – это совместный проект, где будут вовлечены родители, дети, учителя. Деньги зачем? Для того, чтобы она лучше узнала учителей. То есть вам кажется, что она, вернее, возможно, у нее мнение не объективное, если бы она больше познакомилась бы с учителями, она бы поняла, что они делают все, что могут. Возможно, что ребенок ее не такой, то есть он А что это был бы за совместный проект? Все-таки она работает, и мужа у нее нет. Ну, на месте. На что готовы подписаться, как родители? Да, вот родители, проект родители детям. Расскажи о себе, своей семье, Ага, а своей... как это помогло бы улучшить образовательный результат ее учеников и ребят? Это один из проектов. Так, у нас несколько тут проектов. Ага, а как какие еще? вовлечь родителей в совместный проект образовательный. То есть родители чему-то могут научить Ага. детей своих собственных, Мгм. показать, что они могут. Или, например, родители все помогают детям в выполнении домашнего задания. Но делать это нелегально, да? А если бы можно было легально давать домашнее задание и маме, и ребенку, то, возможно... Специальными образовательными сайтами, где Ага. родители видят, что ребенок не такой глупый, как она думает о нем. Да. Что он справляется с такими-то задачами. То есть привлечь к образованию, не на уроки пригласить, где они Ага. не понимают, не методисты, а показать, что ребенок не такой, как много чего может, и главное, учителя много чего могут. Мгм. Несмотря на то, что они дистанционно прошли переподготовку. Преодолеть вот это ее понимание советской школы. Как нас учили, так пусть и его учат, да? Да. Окей, Показать разные способы, что ребенок Ага. и учителя по-разному работают. хорошо. Директора.
Директора, прошу вас. Характеристики. Ну, хочется сказать, вот с первого самого слайда, где было написано, директор человек, который думает и чувствует. Так, Если он думает и чувствует, значит он работает. ага. Так, далее. Главный мотив – школа будет лучше. Главное разочарование – невозможно создать условия. Идея достижения цели кадры решают. Он должен искать хорошие кадры. Примерно есть понимание, как это сделать? Кадры-то на дороге не валяются. Кадры не валяются. Это очень большая проблема. А как искать? Кадры в университете. Учебное заведение сотрудничество. Растить собственные себя. Ага. Да. То есть вам кажется, что если просто обратить внимание на кадровую проблему, ей начать конкретно заниматься, то можно придумать 1000 способов. Учеников своей школы. Что мы делаем? Но, с другой стороны, например, если учитель работает, ему 70-80 лет, у нас ведь нету возрастного ценза у учителя, правильно? И как вы по директору вовлечь молодые кадры, когда у него еще кадровый состав полный? Кто-то приедет из молодых? И как Резюме присутствует. Коллеги, спасибо вам за ваше замечание, потому что оно действительно говорит нам о том, что легких-то путей нет. Но если мы будем думать об этом, то, очевидно, что-нибудь сможем придумать. Да? Скажите, пожалуйста, у нас уже осталось просто катастрофически мало времени, мы даже чуть-чуть перебрали. Полезна ли была такая работа? Чем? С чем уходите, как коуч говорят? Что вы носите с собой? И зачем это вам? Так, встать в позицию полезно. Угу. Новые идеи. Идеи, оказывается, я вам ни одной не дала, все ваши, коллеги. Обмен идеями. Общение. Да, живое общение всегда интересно поговорить с собеседником. Коллеги, все, что я вам дала, это может быть действительно использовано, поверьте, и это работает. Мы проводили такие вещи в школах, мы создавали действительно хорошие работающие программы, потому что программа повышения образовательных результатов в школе – это не программа, когда мы делаем все. Это когда мы находим то, что можно было бы, как Сталин говорил, малой крови на чужой территории поделать и получить какой-то результат. И вот такие вещи надо искать. Для этого мы выбираем самое главное разочарование, самый главный мотив и так далее. И не забывайте думать об участниках образовательного процесса, потому что если вы найдете, как сделать им счастье, вы и свои цели реализуете. Вернее, они будут ваши цели реализовывать с большим удовольствием. Спасибо.